Я продолжаю представлять танцы этнических групп татар. И перед вами Самарская область, Ярминская дробинка. Почему так называется танец? Потому что он произошел в деревне Ярмяк. Вот удивительно, в Самарской области, в окружении огромного количества русских селений, находится небольшая деревня Ярмяк, где проживают татары. И вот у них сохранено, это, кстати, очень интересный фольклорный коллектив, очень интересный там фольклор, который передается из поколения в поколение. Мы его для себя где-то взяли более 20 лет тому назад. Мы приглашали специально специалистов из этой области, потому что, вот вы сами увидите, очень интересная лексика, очень интересный танцевальный материал. Нас это очень заинтересовало, и, безусловно, это есть одна из находок наших. Ну и, безусловно, по рекомендации и по большим исследованиям этнографов мы шили костюм. Кстати, эти костюмы сшиты в 2000 году. Вот им 20 лет, мы еще продолжаем в них танцевать. Безусловно, нагрудник, колпачок, тюбетейка. Что интересно вот в этом костюме, удивительно, это и нас очень удивило, и мы с удовольствием приняли этот фрагмент в костюме. Вот такие вот одеваются, даже я боюсь, как назвать их, на сапоги. Чем они занимаются, что они, какую функцию несут, для меня это тоже большой секрет, но они очень интересно украшают и при работе очень здорово смотрятся при танце. И, конечно же, нам этот фрагмент очень понравился, и мы с удовольствием его применили в костюмах. Безусловно, это все, так сказать, в лицензии наших этнографов. Но сейчас я представляю наш небольшой фрагмент. Представляем фрагмент танца самарских татар «Ярминская дробинка». Прошу. Обращаем внимание на лексику танца. Она включает в себя огромное количество дроби. Безусловно, это взаимное влияние русской культуры, потому что Самарская область – это практически русское селение. И вот эта вот этническая группа татар самарских имеет в своей краске огромное количество дробных выстукиваний. И это самая характерная черта. Благодарю вас. Спасибо.